ряд средних чиновников, с кем мы встречались, они нашу проблематику не понимают, не знают, они нас чуть-чуть путают с Осетией. У них восприятие, что Осетия и Абхазия это одно и то же, и проблема у нас одна и та же, что мы все стремились в Россию, и нас туда пока не берут. И когда я начинаю объяснять, рассказывать, это Осетии, они за единство своих республик, они за то, что были едины. В Абхазии была ситуация чуть-чуть другая. Я говорю, мы просились, вы нас не взяли. До этого, говорю, мы хотели остаться в составе Советского Союза, вы нас не услышали. Мало того, что не услышали, вы нам создали экономическую блокаду, когда парень там старше 14 лет, моложе 65 лет не мог пересекать границу. Мы из-за экономических санкций пострадали больше, чем от войны. Мы страну начали внутри поглощать. И ту помощь, которую вы даете чиновникам, вы воспринимаете, что доходит до народа. Не доходит до народа. В суммарном моменте, может, это до Ростова Костянтина не дошло $300 за все эти года, и вы хотите, чтобы он был вам вечно должен. Вы воспринимаете нас не так, как мы есть. И говорю, у нас в слове нашем осталось хар сэмэдзэн. В нашем наречии по сей день мы так и разговариваем. А разговариваем мы, говорю, это из-за вас. Потому что когда мы ходили в национальной одежде, вы нас как собак могли отстреливать и вас бы не преследовали. И их это шокирует, потому что таких подробностей нашей истории они не знают. Я говорю, чтобы доказать, что мы не против России, мы вступили в ряды дикой дивизии, говорю, и кровью доказывали, что вы неправильно нас трактуете. И сегодня мы делаем то же самое. Сегодня, сталкиваясь с трудностями чиновничьими или там российских служб, мы все равно находимся и проливаем кровь на Донбассе. Чтобы нашим чиновникам было что сказать, чтобы они могли на лишний раз спасибо принять, чтобы куда в регионы они ездят, им было, как говорить, не хочу всех под одну гребенку, потому что есть ряд ребят, которые помогают, районами помогают, они уже Абхазия не безучастна в этом конфликте. Сам народ, индивидуальные чиновники. Как республика мы чуть-чуть в стороне. Потому что я не понимаю, там, Минобороны. Есть мы. Просто прислали бы пару человек, посадили бы к нам в штаб и поняли бы реалии современной войны. Тогда бы они были готовы. Тогда бы они эту ситуацию понимали. Тогда бы они как-то бы, когда там противник мышцами начинает нам горцевать, показывать, то мы чем-то ответили бы. На местах индивидуально просыпаемся. Это радует. Я думаю, в совокупности от искры загорается пожар и как-то дальше пойдет, проснемся. Я на это надеюсь. Просто реалии таковы, что российские чиновники из-за масштабов страны, из-за множества республик не до конца нас понимают, они нас не знают. Они просто думают, что мы сами не знаем, чего хотим. Мы знаем. Мы хотим быть хорошим союзником, мы хотим быть добрым соседом. Мы не хотим быть нагло использованными. И проблема в том, что нету тех людей, кто это будет приносить. Потому что когда сталкивались с теми, что они говорят, ну приезжают, просят 2 километра асфальтных дорог в селе где-то проложить еще. Плюс мы сюда чиновников приглашаем, даже элементарно, когда едешь там с Псов до Сухума, раньше мы все говорили, вот освещение, вот там то. Сегодня ты там на ощупь пробираешься. И они же видят, что они в это вкладывались, что это не поддерживается. Мы же им не объясняем, что, ребята, когда выборы, вы приезжаете, нам там садик расширите, школу сделаете, наш бюджет это не тянет. Это нас сажать на финансовый блок. Если у нас в садике 200 детей, и мы его расширили до 400, но в районе мы не расширили бюджетирование на это все, то у нас в 2 раза увеличилось потребление воды, света и наши воспитатели.
Вот эти те моменты, в которые мы не вникаем. Для нас лишь бы сделать. Мы ремонтируем школу, но никак ее не содержим. Мы не делаем ничего того, что должно взаимо друг друга содержать. Даже недавно говорю, спортшколу построить, там 10 магазинов сделай, и сделай, чтобы прибыль шла на зарплаты там, тренеров, тогда понятно, оно будет как бы там накапливаться, еще что-то. Но мы ничего так не продумываем и не хотим, потому что мы для себя знаем, что вот у нас есть 5 лет, за 5 лет я должен сделать так, чтобы детям осталось. А делаем мы как? Мы же ничего умнее не придумаем, как взять что-то государственное, сказать, что будем, оно брошенное, вот 30 лет этим не пользовались, вот сейчас мы возьмем такие меценаты, сделаем и будем платить налоги. Какие налоги? Ну какие налоги платятся? А что, лучше, чтобы оно в таком состоянии было? Да, наверное, да.